Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. В соответствии с законом Республики Абхазия, воинской обязанности, военной службе и приказами президента и министра обороны в Абхазии началась весенняя призывная кампания. Районные военкоматы доставляют в республиканский призывной пункт военнообязанных для прохождения медицинской комиссии. После этого юноши будут направлены в учебный центр, где в течение месяца пройдут курс молодого бойца. Далее они примут военную присягу и будут распределены по воинским частям и подразделениям. Весенний призыв граждан республики на действительную срочную службу продлится до июня 2019 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 18 месяцев, для имеющих высшее образование 12 месяцев. С 23 апреля, то есть сегодняшнего дня, начала работать республиканская призывная комиссия для отправки молодого пополнения в вооруженные силы Республики Абхазия. У нас есть график подвоза. Каждый район, условленное нами время, то есть это вторник и пятница, они привозят с районов молодых ребят, идущие в армию, которые прошли в районах медицинские призывные комиссии. И мы здесь определяем, еще раз через комиссию они проходят жалобы. Когда появляются, мы отправляем их на обследование. С обследования возвращаются они уже утвержденные и подтвержденные. После чего мы выставляем команду, и они идут в учебный центр, где проходят они курс молодого бойца в срок в 21 день. После чего они уже, как говорится, попадают в наши войсковые части. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка. Государственному комитету по языковой политике поручено создать единую базу детских фильмов и передач, когда-либо озвученных на абхазском языке посредством государственных заказов или частных проектов, с целью их дальнейшего показа в эфире абхазской государственной телерадиокомпании, а также размещения на различных интернет-ресурсах. В Очамчире завершилась диспансеризация жителей района, проводимая в рамках республиканской диспансеризации населения страны. На данный момент диспансеризация проведена уже в 3 районах республики – Галском, Ткварчалском и Очамчирском. Проконсультировано более 5000 человек. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Абхазии при поддержке сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства России. Всего в работе принимают участие 50 специалистов из учреждения ФМБА. Репортаж Саида Джарсали. Продолжается диспансеризация населения Абхазии. Уже в 3 районах республики она завершена – в Галском, Ткварчалском и Очамчирском. В течение последней недели с 17 по 23 апреля по утвержденному графику проходило обследование жителей Очамчирского района. Очень трудно переоценить значимость диспансеризации. Она очень важна, поскольку все пациенты, которые нуждаются в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, будут направлены на 2-й этап. То есть они пройдут это лечение либо в республиканской больнице, либо будут направлены в федеральные клинические центры ФМБА России. Мобильный госпиталь был расположен во дворе Очамчирской районной больницы. В составе сводного медицинского отряда 12 единиц специализированной медицинской техники. За неделю 50 специалистов Федерального медико-биологического агентства России приняли здесь и обследовали более 2000 человек. Выявлено значительное количество заболеваний. В первую очередь среди взрослых выявляются сердечно-сосудистые заболевания, заболевания мочевыводящей системы, новообразования. Среди детей в первую очередь выявляются заболевания нервной системы, в меньшей степени сердечно-сосудистые заболевания. Для того, чтобы жители района смогли пройти обследование у квалифицированных врачей из России, руководством Очамчирской районной больницы были созданы комфортные условия. За эти 7 дней посетила диспансеризацию около 2150
жители нашего района. У них была возможность пройти рентгенодиагностику, ультразвуковую диагностику, лабораторные исследования, обследования пройти консультации врачей узких специальностей. Хочется поблагодарить все руководство федерального агентства, бригаду врачей за оперативную, за слаженную работу. Желающих проверить свое здоровье оказалось немало. Как говорят сельчане, они не могли не воспользоваться возможностью пройти консультацию сразу у нескольких высококвалифицированных специалистов. Очень приятно вот эта программа, что открылась. Вот люди очень рады, все по всем селениям ездят. Меня глаза беспокоили, вот проверился я, мне лекарства выписали, я уже знаю дальше, как себя лечить. Уже я могу обращаться к врачам. Люди приходят в обычном режиме, проверяются, есть возможность бесплатно обследоваться, это тоже большой плюс. Привез своих родителей, они обследовались, мы очень благодарны. Всю эту неделю до 1 мая диспансеризация будет проходить в Гулрыбском районе. Уже после майских праздников специалисты ФМБА обследуют все оставшееся население республики. Саид Джарсалия, Алексей Баструков, Инала Гухава, Абхазское телевидение. МВД Абхазии распространила информацию о ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ранее похищенного гражданина Умара Мирсхулава и лиц, причастных к данному преступлению. Как сообщает пресс-служба МВД, на территории совхоза «Субтропик» в селе Гумиста Сухумского района в одном из гаражей сотрудниками МВД и СГБ обнаружен автомобиль «Мерседес-Бенц», в салоне которого обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, а также в багажном отсеке государственные номерные знаки Российской Федерации. В ходе обследования второго гаража обнаружен ранее угнанный автомобиль «Лексус» белого цвета. Как ранее сообщалось, вечером 17 апреля в селе Гумиста Сухумского района трое вооруженных огнестрельным оружием лиц в камуфляжной форме и масках на белом внедорожнике остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Мирсхулава Омара Датиковича 1979 года рождения и совершили его похищение. Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен. По данному факту прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются. Расследование проводит прокуратура Сухумского района при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия. Делегация из Абхазии принимала участие в работе 5-го Ялтинского международного экономического форума, в рамках которого прошли встречи министров экономики и иностранных дел Абхазии Адгура Арзанба и Даура Кови с главой Республики Крым, а также с сирийской делегацией. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях в интервью абхазскому телевидению рассказал глава МИД Даур Кови. Смотрите репортаж Алики Трапш. Ялтинский международный экономический форум является крупной деловой площадкой для эффективного обсуждения вопросов глобальной повестки. Ежегодно форум объединяет тысячи политиков и бизнесменов из всего мира. Абхазская делегация в работе форума принимает участие второй год подряд. Члены нашей делегации встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Абхазии и Крыма. Было отмечено, что между республиками активно развиваются торгово-экономические отношения. В частности, Абхазия поставляет в Крым инертные материалы для строительства автодороги Таврида. Объемы не такие значительные пока, как нам хочется, но тем не менее это там порядка нескольких десятков тысяч тонн. Ну, Абхазия может и готова до 1 миллиона тонн поставлять качественные энергоматериалы, ну и другие товары, которые у нас есть в изобилии. Соответственно, и здесь у вас на вашей территории есть огромное количество товаров, которые интересны для нас. В любом случае канал торговых путей он уже открыт, действует постоянный. И морской путь он один из самых дешевых. Это позволяет нам минимизировать издержки, поэтому есть о чем думать. И пассажирское сообщение. Вот в этом году, 15 февраля, мы подписали на Сочинском инвестиционном форуме с помощью Минтранса России. Евгений Иванович помогал лично. Вот по князю Владимиру, который курсирует по Черному морю, он с 2020 года тоже будет заходить в порт Сухум. Такая договоренность есть. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил абхазскую делегацию за визит и выразил готовность оказать помощь в вопросе укрепления двухсторонних отношений между республиками. Чем сможем, то есть помогать, пожалуйста, всегда будем рады. И в любой момент мы, в принципе, там тесные отношения поддерживаем. Я знаю, что у нас много
друзей и много наших общих союзников, то есть, которые сегодня работают сегодня и на территории Абхазии бизнес ведут, и у нас, поэтому точек соприкосновения огромное количество. В рамках форума министр экономики Адгур Ардзинба и министр иностранных дел Даур Ковы встретились с министром экономики и внешней торговли Сирии Мохаммедом Самером Халилем. Стороны обсудили детали реализации двухсторонних соглашений, подписанных в сентябре прошлого года, в том числе о беспошлинном режиме торговли товарами. В рамках переговоров стороны также обсудили перспективы создания консульских отделов в двух странах. Я думаю, что в ближайшее время мы это уже работу начнем и приведем ее в соответствие. Соответственно, говорили о создании рабочих групп, непосредственно абхазской и сирийской, которые будут реализовывать все те планы, которые были намечены президентами в ходе официального визита президента Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику. Как отметил министр иностранных дел Даур Ковы, Абхазия будет работать над намеченными на форуме планами, а также развивать и укреплять дружеские и партнерские связи с Крымом и Сирией. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Заслуженному работнику культуры Абхазии, писательнице, ветерану труда, кавалеру ордена Ахтапша второй степени Адиле Шахбасовне Аббасоглы 23 апреля исполнилось 99 лет. Адиле Аббасоглы оставила в истории Абхазии свой неизгладимый след. Она единственная из семьи Нестора Лакоба, выжившая после сталинских репрессий. В 1938 году из-за того, что состояла с ним в родстве, Адиле была объявлена врагом народа и репрессирована на 16 лет. В 1956 году Верховный суд Абхазской ССР признала Адиле Аббасоглы невиновной за отсутствием состава преступления. В 2005 году Адиле Аббасоглы издала книгу памяти «Не могу забыть». Историку по образованию ей удалось написать первое, не имеющее аналогов, научно-художественное повествование о бурной и полной трагизма судьбе Абхазии в 20 веке. На основе личных впечатлений автор рассказывает о жизни в семье руководителя республики Нестора Лакоба, встречах с политическими деятелями того времени, репрессиях, погубивших всю ее семью. Писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях. 23 апреля, в день своего рождения, Адиле Аббасоглы принимала гостей. Делегация Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса поздравила ее и преподнесла подарки. Мы видим сегодняшний день как большой праздник не только для семьи Адиле Шахбасовны, это и наш праздник, потому что это праздник для нашего общества. Эта женщина дожила до 99-летия. Это пример стойкости, мужества. Мы поздравляем ее от лица Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и очень хотим поздравить ее со 100-летием. Она очень добрая, порядочная, искренняя. У нее все такое много положительного, не потому что моя мама, а действительно у нее много таких качеств. Может, это сыграло роль для продолжения ее жизни, что она с добром ко всем, с любовью. В последнее время она болеет, и уже она так общаться не может с людьми, потому что она полностью уже один глаз еле-еле видит. Она глазами не может узнавать, никого не узнает и не слышит. И поэтому посещают, но сейчас реже. А раньше очень. Часто приходили, общались. В Академии наук Абхазии начался цикл лекций доцента кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ, кандидата филологических наук Анны Ивановой под общим названием «Фольклористика в междисциплинарном диалоге». Вместе с аспирантами и студентами первую лекцию посетила и наша съемочная группа. В Академии наук Абхазии продолжается серия лекций для аспирантов и молодых ученых под общим названием «Фольклористика в междисциплинарном диалоге», с которыми в Абхазии выступает доцент кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук Анна Иванова. Филолог приехала в нашу страну по приглашению отдела аспирантуры и отдела подготовки кадров Академии наук Абхазии. В современных условиях проблемы мультикультурной коммуникации становятся особенно важными и актуальными. Важны они и для нас в современной многонациональной и многоконфессиональной Абхазии, отметил президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Тематика предлагаемого вам цикла лекций под общим названием «Фольклористика в междисциплинарном диалоге» весьма актуальна, как вам известно, в современной фольклористике, этнографии и антропологии. Другими словами, лекции будут посвящены сфере традиционности, общему предметному полю
современной фольклористики и этнографии. Эта тематика действительно очень актуальна и современна. Анна Иванова сама является выпускницей филологического факультета МГУ и с направлением, с которым связала судьбу, определилась после первой же полевой практики на русском севере, под Архангельском. Этим направлением стала фольклористика и научные изыскания. Сначала студентки, а затем и аспирантки кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ. Фольклористика в междисциплинарном дискурсе, культурный ландшафт как предмет изучения, организации и проведения междисциплинарных исследований, сакральная география как геокультурная система и многие другие темы будут раскрыты на лекциях Ивановой. Когда решался вопрос все-таки каким делать вот этот цикл лекций, а мне хотелось сделать его именно как единый цикл, чтобы у него была общая сквозная, с одной стороны, проблематика, а с другой стороны, хотелось бы поделиться тем, что уже на сегодняшний день удалось наработать мне и тому междисциплинарному коллективу, с которым мы последние годы работаем. Любая лекция будет состоять как минимум из двух содержательных слоев, то есть будут излагаться какие-то методологические, методические посылки, это такая аналитическая часть лекции. Вторая часть будет демонстрационная, преимущественно из моего собственного опыта полевой работы. Лекции будут проходить до 26 апреля. В среду в конференц-зале Академии наук Абхазии, 25 апреля в конференц-зале Абиги, а 26 апреля лекции состоятся в 10 часов в Центре народоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном университете. Утром 23 апреля в библиотечном крыле Абхазского государственного университета произошло возгорание. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 10 часов 47 минут. Очаг возгорания находился в шахте лифта, примыкающего к библиотеке. К ликвидации возгорания были привлечены 2 пожарных расчета Сухумского ПСО. По предварительным данным, в шахте лифта мог загореться бытовой мусор от неосторожно брошенной в ту же шахту непотушенной сигареты. Пожарные в максимально сжатые сроки локализовали возгорание и потушили огонь. Библиотечный фонд Абхаз Госуниверситета в результате происшествия не пострадал. Нет пострадавших и среди сотрудников и студентов АГУ. Привлечь интерес молодежи к чтению, поменять представление целого поколения о работе библиотек. Такова миссия ежегодной акции «Библионочь», которую проводит Национальная библиотека имени Ивана Попаскир вот уже 3-й год подряд. В этом году она прошла под девизом «Весь мир театр». Взрослые и дети имели возможность не только познакомиться с огромным ассортиментом книг, но и проявить свои способности на творческих площадках. В чарующий мир «Библионочи» погрузилась и наша съемочная группа. С древних времен умение читать давало человеку преимущество, ключ к тайнам знаний. И по сей день книги продолжают открывать перед нами новые неизвестные миры. В эту библионочь книжная культура объединилась с театральной. Ведь тема акции в этом году «Весь мир театр». ЮНЕСКО объявил год 19 годом театра, всемирного театра. Ну, естественно, мы, Абхазия, тоже имеем свою театральную школу, театральные традиции. У нас написана монография о театре, у нас написаны очерки о знаменитых наших артистах, актерах. Но у нас сегодня, видите, мы постарались книгу приблизить с артефактами. Гостей праздника по традиции ожидало множество развлечений. Игровые зоны, мастер-классы, театральные представления. Каждый год в этот день можно нарушить самое главное правило библиотеки – соблюдать тишину. И действительно, среди книжных полок было непривычно шумно. Один из читальных залов превратился в школу актерского мастерства. В волшебный мир сцены зрителей погрузило представление детского театра «Три орешка». Сегодня я играл в сценке Златовласка, играл короля. Мне очень понравилось, и я уже, можно сказать, 12-й раз на сцене. Необычно было и то, что каждый желающий мог забрать понравившуюся ему книгу по буккроссингу. После того, как он ее прочтет, обязательно должен передать другому, ведь именно в этом и состоит весь смысл всемирного движения. Кроме того, на первом этаже библиотеки любители литературы могли приобрести понравившуюся книгу, а также порадовать себя различными хендмейд-изделиями из дерева, вязаными аксессуарами, необычными и полезными сладостями.
Здесь 100% шоколад у меня. Это называется конфеты ручной работы, но они сделаны все из натуральных продуктов. Ну, вообще во всем мире сейчас это очень ценится, это очень модно. И не только модно, это, во-первых, и для здоровья полезно, потому что здесь нет никаких абсолютно консервантов, это натуральный продукт. А на этой площадке открыта фотовыставка «Заслуженные артисты Республики Абхазия» и книжная выставка «История театра». Кроме того, здесь же в рамках выставки «Память веков» была организована очень интересная инсталляция, связанная с нашей историей, а именно махаджирством. Молодой репатриант из Турции Ремзи Айба постарался отобразить всю трагедию абхазского народа на композиции «Слезы матери», которая отправляет своих детей в чужую страну. أفندر يشخو عستزجي أشخو بخيرتاجن بيحاويد أيجي حراد در روبزني حستا دار وقحر حاوي تبري حس خرار زحد جورزي زبانزري خا أشاري ما تشمكون بسنن بي زيجري زود يحت خيد بري حينت صغت بيحت نر وحويسر وإدحربار تبري أشخو بروا. На третьем этаже библиотеки ночных посетителей ждали 7 новелл Михаила Лакарба, которые зрители смотрели с большим удовольствием. А в следующем зале для детей был организован мастер-класс фрактального рисования. С этой целью в Абхазию был приглашен российский специалист. Необычный метод рисования очень понравился юным художникам. Когда закрываешь глаза, рука сама ведет. Потому что, ты еще боишься, какое-то чувство страха, и одновременно какая-то, думаешь, куда идти, что повести. И нам сказали то, что здесь можно понять психологию человека, разобраться. И, если честно, я верю в это, потому что это на самом деле познаются какие-то глубины, какой-то характер, может быть. В одном из кабинетов библиотеки прошла викторина «Самый умный», в которой участвовали 2 команды студентов АГУ. Мы первый раз принимаем участие в такой викторине. На самом деле очень интересно проявить себя, узнать то, на что ты способен, проверить себя, свои знания, что-то вспомнить из прошедшего материала. Это всегда очень интересно. Нам все очень нравится. Мы бы всегда хотели участвовать в таких мероприятиях, и мы очень рады, что нас позвали. В этот день книголюбов пускают даже в святая святых, хранилище, где собраны редкие и уникальные издания. Чего не сделаешь, чтобы привлечь читателя. Акция «Библионочь» в Государственной национальной библиотеке проходит уже 3-й раз и собирает сотни любителей литературы из всех районов страны. Гугут Савардания, Томас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Около 50 паломников из Абхазии в преддверии праздника Светлой Пасхи находятся в Иерусалиме. В первые дни пребывания на Святой Земле абхазские паломники побывали в городе Вифлеем. Здесь находится одна из главных святынь христианства – пещера Божества. Кроме того, паломники посетили православный мужской монастырь Савве, освященного в Палестине. Обо всем подробно в репортаже Мананы Кокускер. Первое место паломничества – город Вифлеем. Эта палестинская автономия хранит одну из главных святынь христианства – пещеру Рождества. Абхазские паломники прослушали божественную литургию на арабском и греческом языках. Необычно для нашего уха звучит восточная литургия. На месте Рождества лежит серебряная 14-конечная звезда. Она согревает сердца всех верующих. Причастие, совершенное в пещере, окрыляет, придает сил. Везде во всех иконах она печальная такая, скорбь на лице, а тут она улыбается. И дай Бог, чтобы мы с таким умилением улыбались всегда. Спасибо. Впечатление просто не передать. Выходишь только со слезами. Все время тянет сюда приезжать. Очень приятно побывать на одной из самых святых земель вообще, в принципе, в мире. Чувства непередаваемые.
Было очень тепло как-то на душе, и такое ощущение, будто мы здесь уже, ну, как бы не в первый раз, а в принципе, знаете, как всю жизнь. Прям как дома, очень приятно. В 2 шагах от пещеры находится поле пастушков. Это те самые евангельские пастушки, которые 2000 лет тому назад зимней ночью пасли своих овечек на окраине Вифлеема. Кажется, что ничего и не изменилось с тех времен. Наш автобус проезжает жилые кварталы арабских деревень. И вот появляются каменистые горы, пустыня. Все паломники и туристы подъезжают к православному мужскому монастырю Саввы Освященного. Мы находимся в центре Иудейской пустыни. Перед нами монастырь Саввы Освященного. 16 веков здесь идет молитва непрестанная. А сам основатель лавры покоится вот здесь, в центре этого храма. И надо сказать, что храм вообще потрясает своим великолепием, своей монументальностью. По обочине горы видны кельи отшельников. Сюда приходят люди, которые хотят уйти из мира и молиться Богу. И говорят, что в этих местах Бог слышит молитвы. 40-летний инок Савва поселился здесь, в пещере, питался травой, вел беспорочную жизнь. И через несколько лет к нему присоединились монахи. В монастырь никогда не заходят женщины, но это и не нужно. Здесь все пропитано благодатью. На самом дне ущелья несет свои воды река Кедрон, та самая река, которую не раз переходил Иисус. Евангельские события в этих местах приобретают истинную реальность. Манана Кукускир, Эльдар Дамиров, Иерусалим, Абхазия. Сын нашего соотечественника Мирона Харчла, Карсон Харчла, признан лучшим борцом Америки среди юниоров, сообщает Госкомитет Абхазии. Спортсмен 18 лет с 2018 года продолжает свою спортивную карьеру в университете штата Огайо. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе Мирон Харчла со своей семьей уже более 30 лет живет в США. Родился он в городе Тхуарчал. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман. Температура воздуха ночью 6-11, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.